нас музей контактный, можно все экспонаты трогать, нюхать. Этот экспонат ездил на выставку в Японию. Они предлагали деньги, хотели купить. Но если это экспонат такой ценный, он нам сам нужен, правильно? Как вы думаете, что это такое? Это самый ценный экспонат в музее. Коллекция музея в основном частная, то есть все собирали годами. Отец мой собирал, когда еще работал директором заповедника Усленский. В каком году начали? Это с начала 90-х началось и до сих пор продолжается. То есть все научные экспедиции, в которых мы участвуем, они, как правило, узконаправленные, то есть в основном исторические, краеведческие. И вот мы что-то с собой доприносим оттуда всегда. То есть без артефактов не возвращаемся. Вот. Здесь у нас представлены перелетные птицы нашего Булунского района, которые летят сюда весной, гнездятся здесь. В основном основная масса это дельтарикелены. То есть биосферный заповедник и создан благодаря тому, что огромное количество птиц, просто миллионы особей прилетают сюда каждый год и гнездятся. И государство их охраняет. Птицы не перелетные, которые зимуют в Тиксе, живут и никуда не летят, собственно, только всего 3. Это ворон, сова полярная и тундряная куропатка. 3 птицы. Ворон, он окрас не меняет ни зимой, ни летом, а сова и куропатка, они меняют в зависимости от времени года. Здесь у нас представлены грызуны различные, соболиные, андатры различные. Это животные таежные, которые нетипичные представители тундровой фауны. То есть они по половодью, когда лено вскрывается, идет ледоход, и он частично с собой захватывает каких-то представителей фауны. И они доходят и до Быкова, доплывают там на бревнах, на досках различных. Вот. Андатра. Кто делает эти чучела? Чучело какие-то мой отец сделал, но многие чучела нам подарили, неравнодушные жители, у которых были. Вот они нам для музея. Здесь внизу у нас представлены рыбы местные, ленские в основном. То есть это пресноводные рыбы, не морские. Вот. Кита, вид не, скажем так, эндемичный, то есть не местный. Его запустили в 80-х годах по программе. То есть в реку Сога, в дельту, выпустили мальков. Около 1 миллиона штук, да. И вот прошло время, сейчас ловят успешно киту. Ну, не в больших количествах, но попадается и на спиннинги, и в сети. То есть она акклиматизировалась и ассимилировалась, скажем так. Здесь у нас постоянные представители местной фауны грызунов. Это горностай. Соболь, таежный тоже зверь, но сейчас в последнее время в Тиксе соболей наблюдают очень часто. То есть у нас соболя живут на свалке, по тундре бегают. Непонятно, с чем это связано, то ли с потеплением, потому что соболь живет на дереве. У нас деревьев нет, ему как-то, ну, это нетипичная среда обитания для него. Так, здесь у нас исторический уголок, все, что связано с освоением Арктики. Вот самый ценный экспонат, я считаю, это вот этот крест. Это оригинальный крест яхты «Заря». То есть в 1903 году была экспедиция с Петербурга, пришла под руководством барона Эдуарда Васильевича Толя, который был одержим идеей найти землю Санникова. И вот он снарядил экспедицию. В его экспедиции, кстати, был Александр Васильевич Колчак, немалоизвестный, то есть который впоследствии стал верховным правителем России перед революцией. Да, он был метеорологом, Колчак. И вот этот крест, он был установлен на острове Котельном в лагуне Нерпалах. У них был доктор на Заре, доктор Герман Вальтер. И он трагически погиб во время наблюдений. И они поставили ему памятник, который сделали из одной мачты с яхты «Заря». Сварили, установили. И он там простоял 100 лет, до 2011 года. В 2011 уже и памятник, и могила пришли в негодность. То есть мерзлотные процессы, они вытолкали гроб сам из-под земли, с глубины там 1,5 метра они его закопали. Его вытолкнуло на поверхность. Он лежал на поверхности, его там уже звери какие-то там погрызли, поели. То есть это как все происходит? Яму выкапывают, гроб кладут, и каждым годом туда
Летом оттайка идет, набирается вода, зимой она замерзает, и линза выпучивает все, что внутри находится. И она поднимает, за 100 лет она его подняла на поверхность, и все. И на месте могилы большое озеро такое образовалось, памятник упал. Вот вы можете видеть, как он выглядел в 2002 году, оригинальный памятник. Вот так он уже был покосившийся. То есть мы оригинальный себе забрали, заказали в Москве новый, вырыли могилу 2,5 метра, установили все туда, перезахоронили. Прилетели родственники, нашли родственников Вальтера с большим трудом. Его праправнук, получается, он профессор в Эстонии, в университете, в Германии тоже. И они прилетели с послом Эстонии на Котельный, и торжественно мы все при захоронении это организовали. Здесь у нас представители уже животной фауны, отряд хищный. Вот, пожалуйста, это волк полярный. Урсус арктус его зовут. Ой, урсус это медведь что-то. Это Canis lupus тундроrum, тундровый подвид. Животное очень крупное, крупнее северного оленя. То есть до 110 килограмм весом достигает. Самцы крупные в холке выше, чем северный олень. Чем даже... Ну, чучел, или как правильно, чучел, у них есть свойство усыхаться со временем. То есть он когда-то был побольше. Он засох немножко, скукожился. А так, ну, это средний экземпляр примерно, да. Вот, так очень крупные и опасные животные. Зимой они сбиваются в стаи и преследуют стада оленей, домашних в основном сейчас, ну и диких тоже. Вот, а летом они, собственно, не опасны ни для человека, ни для кого, потому что они сбиваются в пары, находят себе пару и занимаются выращиванием детенышей своих. То есть они разбиваются на парочки, роют норы, и детеныши там выращивают. Вот так. Таежный лось, тоже нетипичный тундряной житель, но заходит очень часто. Сейчас в связи с лесными пожарами постоянными все животные с тайги бегут. А куда им бежать? Ближе к морю, где нет леса, где ничего не горит и где посвежее воздух. Снежные бараны эндемичные виды. Они водятся на отрогах Харуласского хребта здесь у нас, то есть их здесь тоже навалом. Живут в горах и вполне себе процветают, потому что приезжают миллионеры-охотники за много-много тысяч километров, чтобы на них охотиться. Это моржи, да? Это морж. Морж лаптевский, подвид тихоокеанского моржа. Вид эндемичный. Такой подвид водится только в море Лаптевых. Его так и назвали. Морж лаптевский. Вот этот череп современного моржа, это современник мамонта. То есть этот морж древний. То есть они за, там, ну, скажем, 20-30 тысяч лет не изменились. Какие были, такие остались. Ну, как и многие представители мамонтовой фауны, которые живы сейчас. Овцы-быки различные. Они же росомахи тоже. Это... Вот здесь снизу белуха у нас лежит. Скелет белухи. Белуха – это кит зубатый. Зубатый кит, да, у нас в море их очень много. Так, здесь у нас уже пошла мамонтовая фауна. То есть все, что жило от 5000 лет назад и до 50 тысяч лет назад, здесь у нас в Булунском районе. Это все местное. Вот здесь вы можете видеть шерсть мамонта, можете понюхать, потрогать. Да. Вот это кожа мамонта. Да, у нас музей контактный, можно все экспонаты трогать, нюхать. Да, это волокна, это мясо мамонта. Многие тысячи лет. Вот когда мясо только мамонта находит в мерзлоте, оно еще имеет цвет, то есть различные кровяные тельца, там, лимфоциты, тромбоциты, они не живы, но они в законсервированном состоянии находятся. То есть оно еще какой-то вкус имеет. Но как только его вытаскивают на воздух, все это быстро окисляется и разрушается. И превращается в такой сухарь. Без вкуса, без цвета, без запаха. Это бизон прискус, тоже современник мамонта. Огромные стада бизонов бродили здесь по тундре. Да, тундры не было, была тундра-степь. Это уникальная климатическая зона, которой ныне не существует. То есть это как тундра, только с огромным разнообразием различных трав. Высокие травы. То есть стада мамонтов, бизонов, овцебыков, они могли спокойно пасти здесь и нагуливать себе жирок. Это ее зубы, да? Это зубы различных. Нет, это не их, это хищников каких-то зуб. Песцов. Да, это песца, скорее всего.
Не знаю, кто это сюда поставил. И вот сейчас программа идет в Якутии по рекклиматизации лесного бизона. То есть она уже успешно внедрена. Бизон в плейстоценовом парке на юге Якутии есть. Он уже там есть. То есть его разводят, и он, в принципе, хорошо себя чувствует. И человек, который этот парк организовал, у него есть такая мечта восстановить тундра-степь. То есть ту среду, которая была там, условно скажем, 40 тысяч лет назад вот здесь у нас, в Якутии. И восстановить, соответственно, животных. Вот овцы-быки. У нас здесь в Тикси овцы-быки вымерли давным-давно. Но их завезли с Таймыра. Особая программа была тоже. Сколько-то, не помню, 100 штук, по-моему, завезли. И сейчас они активно расплодились и уже стали как бы местными абсолютно. У них поначалу их никто не трогал, ни волки, там, ну, никто не знал, как на них охотиться. То есть для них это нетипичная еда. Вот. И они спокойно размножаются, бегают по тундре. Вот. И такая же участь ждет бизона. Скорее всего, в ближайшем будущем, ну это не совсем завтра будет, но может 10-15 лет пройдет, и бизонов сюда тоже завезут. Тоже они будут бегать у нас. Им сначала продадут особый статус, особо охраняемым, защитой президента и прочее. А потом уже статус снимут, если все будет нормально. Вот этот экспонат уникальный. Это задняя часть мамонтихи с хвостом, да. И этот экспонат ездил на выставку в Японию. Экспо 2004, по-моему, в 2004 вроде году. И японцы хотели его выкупить, потому что у них есть одержимость клонированием мамонта. Японцы в то время, они вообще были увлечены этой идеей. А тут, получается, задняя часть мамонтихи, получается, с детородными органами, с хвостом, и она их очень интересовала, есть ли там какой-то материал генетический. Они предлагали деньги, хотели купить, но если это экспонат такой ценный, он нам сам нужен, правильно? Поэтому он стоит здесь теперь. Так, здесь редкие представители мамонтовой фауны. Это нижняя челюсть шерстистого носорога, вот она, и крестец пещерного льва. Вот, тоже вымершие животные. Если Так, это зуб, вот кусок бивня плохого качества. Здесь тоже овцы-быки идут уже. И лошади. Лошади в огромными стадами тоже бегали по тундре. Ближайший родственник вымершей лошади – это тарпан. Тоже была такая лошадь дикая. Вот. Но здесь у нас уже мы углубляемся в самую древность. Это 550 миллионов лет назад. То есть самые древние останки вообще живых организмов в мире датируются Вендом. То есть у нас называется это период Венд, а за рубежом он называется Эдиакари. Почему? Потому что в Австралии есть такая провинция Эдиакар. И там впервые были найдены вот эти останки, древнейшие в мире. То есть древнее ничего не найдено. 550 миллионов лет. Потом нашли Белое море у нас в России и Мексика. И вот в 2019 году в Булунском районе на реке Оленек находят целый пласт, датируемый Вендом. И вот один экспонат оттуда. Вот как вы думаете, что это такое? Это самый ценный экспонат в музее. Что? Вот этот след – это след взмучивания донных пород живым организмом. То есть когда-то это было дно какого-то, скажем, шельфа, то есть тихие воды, тропические, да, представим себе, неглубокие. И на солнышке там где-то под водой какие-то козявки не ползают и взмучивают ил, что-то там ковыряют, ищут покушать. Непонятно, какое это было животное, но вот этот след – это не просто так, это именно животное какое-то оставило. И это самый древний в мире след наших предков. Предков не только наших, а всего живого. Вот. 550 миллионов. То есть не было ничего вообще. Это более поздние, это времена динозавров уже, период мезозой называется, который включал в себя триасовый период, юрский и меловой. Вот в юрском жили динозавры, всем известный триас был чуть пораньше. Вот эти морские лилии, это оттуда. У нас, вот они,
окаменелость. Различные аммониты, тоже датируемые мезозоем. И аммонитов очень много находят в дельте Лены, вот, потому что совпадают пласты временные. И скелет мамонта, собственно говоря. Это мамонт примерно среднего возраста, скажем так. То есть не самый крупный, но и не маленький. Ну, вы представьте еще сюда слой мышц, потом слой жира, шкуру вот эту огромную, необъятную, волосатую. И горб еще, само собой. И бивни. Он был бы огромный. Это череп. Это тоже череп мамонта. Вот здесь у него, соответственно, бивни. Нет, это бивни. Вот здесь они вот так отсюда и росли. Это зубы, как терки. То есть созданы для долгого перетирания пищи. Мамонты наши именно здесь вымерли, скорее всего, наиболее вероятная гипотеза, почему у нас основное кладбище это Новосибирские острова. Потому что когда-то была такая часть суши, называлась Берингия. То есть это Новосибирские острова и до Америки. Это все была одна большая часть суши. Потом ледники стали таять, когда конец ледникового периода наступил, и все это заполнилось водой. И Новосибирские острова остались отрезаны, оказались в океане. Они отрезались от материка, и там огромная популяция мамонтов осталась. Ну, куда и деваться? Пищи мало, они там все съели быстренько, и поэтому все там они померли. И поэтому основная масса костей там находится. А вот на острове Врангеля, это уже туда ближе к Америке, то есть напротив Чукотки, там мамонт последний вымер. Когда вы думаете? Недавно, по идее. Когда стояли уже египетские пирамиды. То есть 3700 лет назад. Это совсем не да, это наше. Но там разновидность, она уже приобрела карликовую форму. То есть остров маленький Врангеля. Хищников нету, там из хищников только лиса, там писец, да, и все. И как бы пища скудная, и они потихоньку приобрели маленький рост и жили там очень долгое время еще карликовые мамонты. Там уже некоторые города назывались древними, да, Иерусалим, например, уже когда... Да. 600 лет Да. назад. И еще у нас вот пару лет назад на Котельном тоже нашли карликового мамонта. То есть сейчас активные экспедиции проходят, новые, они ищут еще подтверждение того, что может быть на Котельном такая же история произошла, как на Врангеле. То есть мамонт, он потихоньку, помаленьку эволюционировал, скажем так, в карлика. Только это не совсем эволюция, это больше деградация, конечно. Но он стал карликовым и еще прожил там, может, до 2000 лет назад только помер. И сейчас активно ищут именно вот этих карликов. Потому что если эта гипотеза подтвердится, это будет научная сенсация. Здесь у нас геологический зал, полезные ископаемые, которыми богат наш край. Самый ценный экспонат – это золотой слиток. Золотой слиток с прииска Ночка, 50 километров от Тикси. Вот можете пощупать, пожевать, сфотографироваться. Где вам еще дадут столько золота? Да, это золото ученые называют как? Золото дураков, правильно. Потому что это пирит, это железный колчедан. Спутник золота, между прочим. То есть, где есть пирит, там обычно еще золото. Чистое золото, да? Это не золото вообще. Это пирит. Но очень много случаев еще во времена золотой лихорадки на Клондайке было, когда друзья старые там бросают все, едут на Аляску или в Клондайк и начинают искать золото. Находят они целую гору пирита, намывают, там его накапывают полные мешки, друг друга ссорятся из-за этого золота, дерутся, убивают, и потом один идет с этим мешком золота, мнимого, в пункт сдачи, сдает, ему дают $1, так, на сувениры. Он говорит, как $1? Так это не золото, это золото дураков. Так, это у нас аметист. Аметист, тоже местный, с острова Жохова. Кстати, на острове Жохова у нас самая северная в мире стоянка древнего человека найдена. Это уголь. Уголь местный, тиксинский, шахты Сога,
Раньше весь поселок жил вот благодаря этому углю. Шахта активно работала, добывался уголь сначала камерным способом внутри рыли, потом пожар случился, добывали сверху с разреза, а потом закрыли. У нас, если вы видели, там стоит красное здание, похожее на замок, наверху не смотрели? Это нефтеперегонный завод. То есть из вот этого угля бокхета, из него делали топливо жидкое. Здесь у нас все, что связано с вольностарательством. То есть буквально лет 70 назад здесь на каждом ручье мыли золото. Вот все, кому не лень, они брали лоток, не такой, как у кошки вашей, а вот такой лоток промысловый. Да, с помощью него мыли золотой песок в различные маленькие самородки. Как это все делается? Идешь на ручей, ищешь признаки. Какие признаки золота? Это пирит, это кварц, белый в больших количествах, с бурыми прожилками. Если есть где-то рядом золото, ищешь место, где физически может оседать тяжелый металл. Вот, то есть весной, когда много воды, это все порода вымывается. Самое тяжелое, оно уже далеко не пойдет там, куда речка впадает, в море, например. Оно где-то осядет. Есть какие-то специальные щетки, это каменистые. И начинает искать, мыть вот на таких местах, на плесах, водопадики где-нибудь внизу там собираются. И каждый ручей вот в Тикси, буквально каждый, он золотоносный. То есть, масштабы разные, конечно. Самый крупный у нас это Ночка, 50 километров от Тикси в сторону Найбы. Это медуза, горгоноцефала по латыни, голова горгоны. Это такие медузы, не медузы, говорю, морская звезда. Такие морские звезды водятся в море лаптер. Вот. Тип афиура, то есть это такой вид. А подвид это именно уже голова горгоны. Почему голова горгоны? Потому что как горгона медуза из мифологии древнегреческой. Лучше не открывать. Да он сильно пахнет, потому что пробивает как на шатырь сразу. Понюхать можно ради интереса, ничего плохого не будет, просто взбодрить. Да, вот у нас есть покаменелое дерево. Это знак того, что здесь раньше росли деревья. Никакой тундры не было, а были деревья, да. Тут можно и структуру дерева рассмотреть, и сучки различные. Это все уже минерализовалось и стало куском железа. У нас в Усть-Оленьке, на берегу реки Оленек, очень много таких конкреций. Там диаметром до 2 метров бывает. Вот такие шары лежат. Это не искусственное, это природного происхождения. Да, то есть какая-то органика попадает в ил, и вокруг него начинает вот так нарастать, и твердеть. Осторожно, провод. И твердеть ил сам застывает. Да, это яйца динозавра, все верно. Если вы видите, вот нашли конкрецию, и видите у нее вот такой характерный гребень, то, скорее всего, там внутри лежит аммонит. Его вот так раскалываешь, и получается две таких красивых завитка. Это куриные башки. Мы их так называем. Сидерит по-научному. То есть это как происходит? Где-то бурная речка горная, лежит вот такой камушек, скажем так, плоский. В него попадает какой-то кусочек, и его потоком начинает на месте крутить, проходит там 100 лет, и образуется дырка. Вот, как вы думаете, что это такое? Это, скажем так, рюкзак. Да, панега, да, или хина его по-тунгусски. Не обязательно для рыбы. Вот охотник идет зимой, например, на Сахатова выслеживать. Он надевает такую хину на спину, на лыжи, и ружье взял и пошел. Выследил его, шлепнул. Но он же не может лося целого тащить, там лось, он по 700 килограмм весом, правильно? И он отрезает там, например, кусок ноги, к себе на хину кладет и идет обратно в стойбище. Он кладет, все, я лося добыл, вот мясо, поели и пошли уже за остальной частью. Гарпуны, остроги, это то есть разные племена, народы делали по-разному. И на разную рыбу охотились тоже по-разному. Вот это длинное, с длинным шестом, это для того, чтобы охотиться зимой. То есть выбивалась прорубь,
какая-нибудь. Лед зимой у нас в море Лаптях достигает 2,5 метра лед. То есть где-то на озерах там по 2 метра тоже есть. То есть это все пешней выдалбливалось, лунка, приманивалась рыба на веревочку, какой-нибудь кусочек мяса. И все. Рыба приманилась, и вот с помощью вот этой длинной жерди и гарпуна на конце эта рыба насаживалась. Ну вот, собственно, все. Спасибо большое. Пожалуйста. Это